Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу про спорт. Ангушт провел свой очередной матч в рамках второй лиги. Играли против команды «Рубин Ялта» на домашней арене в Назране. Несмотря на атакующий футбол, Ангушт пропустил мяч в середине первого тайма. На 36-й минуте назрановцы отыгрались, а на 44-й забили второй гол с пенальти. Второй тайм Рубин начал с места в карьер и первой же атакой сравнял счет. После хозяева буквально штурмовали ворота гостей, а последние 20 минут и вовсе прошли под диктовку Ангушта. Но забить так и не смогли. Напомню, это был последний матч второго круга, после чего команды будут разбиты на две подгруппы. С 1 по 6 место, с 7 по 14 место. Определился победитель чемпионата ночной волейбольной лиги. 4 месяца соревновались 12 команд. Уникальность лиги в том, что она стала открытой площадкой для всех. Заявить свою команду и выйти на площадку мог любой желающий. Особые чувства переполняли игроков главных фаворитов команд «Назрань» в белых футболках и «Малгобек» в желто-синих, которые и встретились в решающей финальной игре. В упорной борьбе, растянувшейся на 5 сетов, сильнее оказалась команда «Малгобек». Они завоевали главный трофей первой ночной лиги, оставив Назрани серебро. Высокий интерес местного населения к волейболу, который показал первый турнир такого формата, побудил Федерацию волейбола разработать новые планы по развитию этого вида спорта в регионе. Магомед Амин Эль-Жаркиев выступит на чемпионате мира по панкратиону 2025. Главный старт сезона пройдет в Сербии с 17 по 19 октября. Эль-Жаркиев является трехкратным чемпионом России и первым номером сборной весовой категории до 66 килограммов. Чемпионат мира по панкратиону для российской сборной станет первым с 2021 года. В Ингушетии завершился захватывающий киберспортивный турнир по популярной игре «Дота», в котором приняли участие 6 команд из республики. По итогам напряженных баталий победу одержала команда «Ингспорт», продемонстрировав блестящую игру, слаженность действий и стратегическое мастерство. Торжественная церемония награждения прошла в Доме молодежных организаций. Команде «Ингспорт» вручили заслуженные призы. Этот успех подчеркивает растущий потенциал киберспорта в регионе и вдохновляет молодых игроков на новые достижения. В Ингушетии завершился всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне» среди студентов. Более 40 команд, а это более 400 участников из разных регионов страны, боролись за звание лучших. 4 дня захватывающих состязаний разворачивались на 3 ключевых площадках в Ингушетии. Об итогах фестиваля мы поговорим с заместителем министра по физической культуре и спорту региона Тагиром Султыговым. Тагир, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Приветствую вас в студии программы «Про спорт». На прошлой неделе в Ингушетии проходил всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне». Соревнования проходили аж 4 дня. Скажите, как все прошло, сколько было участников? Да, буквально вчера было закрытие фестиваля «Готово России». Это финалы. Это высший уровень ГТО среди студентов. Всероссийские соревнования приняло участие более 40 регионов России, это 450 участников, в том числе судьи и организаторы. ГТО фестиваль сам прошел на ура. Люди, приезжие к нам, гости, очень довольны. Во-первых, как и где мы их разместили, это очень красочная наша, самая благоприятная и красивая местность, горная часть Республики Ингушетия. В дальнейшем уже дальше проведена и проводились спортивные мероприятия в разных локациях по Республике Ингушетия. Основная у нас локация, именно спортивная база в Мужичи, спортивной подготовки. И дальше уже у нас локация была в Сунжеве, в городе Фок, Новый Заурова. Там у нас проходили плавание, стрельба из электронного оружия. И Назрань, стадион Рашида Аушева. Там проходили уже мероприятия по легкоатлетическому направлению. Ребята, это сразу обозначим, что это не профессиональные спортсмены, это спортсмены-любители, это студенты высшего образования. Представляли они свои госуниверситеты,
своих регионов. Данные ребята, это у них интерес не только в спортивной составляющей, у них интерес ко всей республике. По мере возможности, по взаимодействию с другими министерствами, ведомствами, показали наши красоты, горную часть, показали им город Назрань. Многие на сегодняшний день изъявляют желание приехать самостоятельно в нашу республику, как туристы. И есть уже наработанные контакты, уже конкретные даты, когда они приезжают уже из разных регионов, вот эти люди, в том числе и их знакомые, и их родители с представителями, они уже планируют приехать в нашу республику. Это все уже развитие нашей республики, это популяризация нашей республики. Но самое главное, это популяризация спорта, массового спорта в нашей республике для наших граждан. И, соответственно, эти люди несут финансовую составляющую нашу республику. И это все в комплексе развития этого направления и физкультурной части, массовый спорт, и популяризации, и туризм, и развитие, в том числе, всего составляющего нашей республики. Тагир, что касается результатов, какая команда выиграла и вообще как выступила ингушская команда? Подряд уже 6 лет, сегодня мы 6-й раз, занял кубок переходящий, его занял в Белгородской области. Соперников, сдвинуть их с пьедестала 6 лет подряд уже нету пока что. Но мы отметим, что наша республика в данном мероприятии участвует, наша команда, впервые. Так как она участвует впервые, команда уже сложена. Наш госуниверситет в лице Албакова представили нам команду. Хочу сразу выразить им сказать слова благодарности. Они оперативно всю эту работу провели, сформировали команду нашего госуниверситета. Да, сегодня они такой результат, который бы нам хотелось бы, не показали, но это первый опыт. И мы надеемся уже в дальнейшем, в следующем году, в тройку мы рассчитываем, что они будут в общекомандном зачете. Но есть уже договоренность, что в дальнейшем они будут готовиться уже на следующее мероприятие, уже сейчас начинают усиленную подготовку нашей команды госуниверситета. На базе уже Министерства спорта они будут уже конкретно заниматься определенными видами, которые будут внесены уже в готовые всероссийские соревнования следующего года, 26-го года имеется. Тагир, вот вы сказали, 6-й год подряд уже Белгородская область. Да. Чем так сильна эта команда, на ваш взгляд? И 2-е и 3-е места кто занял? Вот там Московская область и Волгоград, по-моему, 2-е и 3-е место. Но на сегодняшний день подводятся еще итоги, конкретные итоги. Мы сейчас говорим про общекомандные места. Но там же еще и идет и личные зачеты. Идут уже личные зачеты среди мужчин, идут личные зачеты среди женщин. Это очень большая объемная работа. Результаты на сегодняшний день еще необходима неделя для всей судейской коллегии, чтобы все это подсчитать, чтобы все уже вынести решение, баллы сформировать. Это огромная работа еще предстоит. Но с чем связано предистал, так скажем, подряд 6-й год Белгородской области, команда сильна. Команда сильна в плане и парней, и девушек. Вот некоторых команд подводят девочки. Парни выступают, имеют физическую подготовку серьезную и хорошую, но в силу своей природы девушки немножко отстают, и получается, они подводят именно общую команду. Но это все поправимо, это все наживное, это все будет смотреть. Работу над ошибками каждая команда будет осуществлять, это неизбежно. Но мы тоже не будем сейчас отставать.
планируем в дальнейшем уже участвовать и конкретно заняться этим направлением в нашей республике, с поручением нашего главы Махмуда Алима Макшариповича, упор делается на массовый спорт в том числе. И будем уже развивать массовый спорт, он нам необходим. Это массовость, это для общего здоровья нашего населения необходимо. Это все будет развиваться. Для этого создаются условия, строится инфраструктура, там мини-поля, воркаут-площадки. Да. Все это идет в этом направлении. Ну, я думаю, у нас не за горами серьезные результаты именно в этом поприще, в этом направлении. Да, и очень хорошо, что этот фестиваль провели у нас, и наша команда приняла участие. Ну, год за годом они уже наберутся опыта и уже будут показывать, я надеюсь, лучший результат. Мы постараемся их физическую подготовку, физическую составляющую подтянуть, и все это, я думаю, у нас наладится и будет. Мы показали уже ту свою составляющую, что показали Министерству спорта России, что мы можем проводить на такие мероприятия, что есть потенциал в Республике Ингушетия, что есть возможность, есть консолидация сил, есть межведомственные взаимоотношения, межведомственная работа. Это все, эта работа уже Минспорт России, она уже видит. Отчет по этому фестивалю уже лежит на столе министра спорта. На основании вот этого мероприятия мы уже планируем направить письма уже в адрес министра спорта России для дальнейшего включения в ЕКП в 2026 году в всероссийских фестивалей именно на территории Республики Ингушетия. Эта работа, она уже ведется. И хочу отметить еще один фактор. Очень маленькие временные рамки у нас были. Поэтому пришлось работать в усиленном режиме. Практически день-ночь Министерство спорта, работники Министерства спорта были на рабочих местах, без выходных, без графика нормированного. Вот, но, алхамдулиллах, все нормально. Результат того стоил. Есть. Результат мы сегодня видим. Мы приняли практически все регионы России, можно сказать, большинство. Мы приняли на своей территории. Показали наше гостеприимство, показали наши результаты, нашу республику. Это многое стоит. И я думаю, как мы ранее уже отметили, плоды этого мы будем уже пожинать дальше, в дальнейшем в виде туристического потока, в виде уже приезда наших гостей со всех республик и регионов России. Тагир, на этом все. Баркалды Аль-Рясхал, Хавара. Благодарю за интервью. А теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Программа 8-го тура «Мир» российской премьер-лиги завершилась в воскресенье 3 матчами. В этот день калининградская «Балтика» отняла очки у петербургского «Зенита». Самарские «Крылья Советов» победили Сочи. ЦСКА уступил Ростову, потерпев первое поражение в чемпионате с ноября 2024 года. Нижегородская «Торпеда» со счетом 4-3 в овертайме обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Футболисты Манчестер Сити со счетом 3-0 одержали победу над Манчестер Юнайтед в матче 4-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе Этихад. Сборная Германии со счетом 88-83 обыграла команду Турции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу и впервые с 1993 года стала победителем турнира. Встреча прошла в Риге. Бой между российским бойцом смешанного стиля ММА Магомедом Исмаиловым и белорусом Владиславом Ковалевым может пройти в Екатеринбурге в конце декабря. Американец Терренс Кроуфорд завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 76 килограммов. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, США, штат Невада, он выиграл у мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.